Гражданский форум «Диалог, согласие, развитие», организованный Общественной палатой, прошел в четверг в Сухуми. Мероприятию предшествовала работа во всех районах республики, где члены Общественной палаты встречались с жителями, чтобы определить направление для будущего форума. За последние 3 года Общественная палата провела более 60 заседаний по различным вопросам, волнующим граждан. Открывая работу форума, секретарь Общественной палаты Гули Кичба подчеркнула, что акцент форума сделан на 3 основополагающие темы – демографии, здравоохранения, репатриации, экономическое развитие сельских территорий и реформа системы государственной власти. Проведенные дискуссии показали главное. Наше общество готово к преобразованиям, и эти перемены должны происходить в атмосфере взаимного уважения, диалога и законности. Данный форум – это уникальная площадка, где за одним столом собрались представители 3 ветвей власти – местного самоуправления и гражданского общества. Мы здесь не для того, чтобы спорить ради споров. Мы здесь для того, чтобы сверить часы и выработать общую позицию. Участников форума приветствовал президент Бадра Гунба. Глава государства поблагодарил членов Общественной палаты, срок действия полномочий которых истек, за проделанную работу и организацию форума. Президент подчеркнул важность общественно-политического события, объединившего представителей разных сфер – власти, общественных организаций, экспертного сообщества и активных граждан для обсуждения ключевых направлений развития нашей страны. Бадра Гунба с сожалением отметил, что Сократ Джинджоли, внесший неоценимый вклад в становление современного абхазского государства, не войдет в следующий состав Общественной палаты. Пользуясь случаем, в присутствии всех участников форума, хочу поблагодарить уважаемого Сократа Рачевича за многолетнее служение своему народу. Вся жизнь – это пример бескорыстного служения Родине. Спасибо вам за все, что вы сделали. При этом хочу подчеркнуть, Сократ Рачевич, не надейтесь, что мы оставим вас в покое. К вашему бесценному опыту и государственной мудрости мы непременно будем еще раз возвращаться. Президент подчеркнул, что сохранение стабильности, гражданского согласия, мирного сосуществования граждан всех национальностей и конфессий – основу уверенного и поступательного развития Абхазии. Это особенно важно, сказал Бадра Гунба, когда мир переживает период серьезной нестабильности и глубоких трансформаций. Необходимо повышать политическую культуру, культуру диалога и уважительного отношения друг к другу, даже когда взгляды и позиции кардинально различаются, уверен глава государства. За годы своей работы Общественная палата не раз становилась площадкой для открытого и честного диалога между властью и различными политическими и общественными силами. Именно здесь обсуждались важные вопросы, затрагивающие интересы общества и напрямую влияющие на стабильность и развитие страны. Это важная и ответственная миссия, и члены 6-го созыва достойно ее выполнили. Конечно, единство не означает, что все должны мыслить одинаково. Это невозможно и не нужно. Демократический характер нашего государства, закрепленный в Конституции, и политическая конкуренция являются естественной частью политической жизни. Но при этом нельзя допускать, чтобы общество постоянно находилось в состоянии политической турбулентности. Любовь Попова, председатель ОП Краснодарского края, поприветствовала участников форума от имени Краснодарского края и Общественной палаты Кубани, поблагодарив за приглашение и гостеприимство. С момента организации Общественной палаты Краснодарского края мы 12 лет уже как организованы. Мы с коллегами строим свою работу с органами власти и институтами гражданского общества на основе принципа единства целей в социальной и экономической политике или сфере. И в центре внимания, конечно, человек. И здесь, в Абхазии, где чувствуется такое глубокое взаимодействие между людьми. Это еще раз подчеркивается. Участники Республиканского гражданского форума Абхазии приняли резолюцию, включающую в себя 3 раздела – демографическое развитие, сохранение народа, репатриация и работа с диаспорой, развитие сельских территорий. Участники форума, например, предложили разработать и утвердить национальную программу демографического развития до 2036 года. Среди предложений в программу – проекты стимулирования рождаемости, 3-детное
многодетная семья, обеспечение жильем многодетных семей и молодая семья Абхазии с льготным кредитованием строительства и приобретения жилья. Вопрос демографии – это вопрос номер один, а не просто один из многих пунктов повестки. Это ключевой вопрос государственного строительства. Именно поэтому он должен быть поставлен в приоритетный порядок работы для всех, без исключения, институтов и органов государственной власти. От министерств и ведомств до региональных администраций и муниципалитетов. Каждый на своем уровне должен осознать степень своей ответственности за сохранение народа. Нет задачи более важной, чем та, что касается жизни и здоровья людей. Как отметили участники, форум прошел весьма продуктивно. Также подчеркивалось, что проведение подобного рода мероприятий несет положительный эффект для страны. Состоявшийся гражданский форум очень был интересным, содержательным, очень много интересных предложений, но я хочу остановиться на вопросах демографии и репатриации, учитывая то, что я уже много лет работаю в системе государственного управления, центральным органом госуправления, которое непосредственно реализует государственную политику в сфере репатриации. Важность института репатриации соотечественника на историческую родину, разработку среднесрочной и долгосрочной государственной программы развития демографии, репатриации. Это уже многие годы обсуждаются, но концептуально разработанного проекта до сегодняшнего дня нет. И поэтому, конечно же, хочу выразить огромную благодарность организаторам данного форума, в частности, членам Общественной палаты за активную работу. Очень понравилось все выступления и все те моменты, которые были до того проведенные круглые столы. Безусловно, все это рассчитано на восстановление, развитие нашей страны. Я думаю, что те, которые сегодня принимали, те, которые организовали такой форум, огромное им большое спасибо Общественной палаты. Если в нашей стране будут часто проводиться такие мероприятия, конечно, это поможет для развития нашей страны. Резолюция, принятая по итогам форума, будет направлена президенту и парламенту Абхазии. Главный этап сегодняшней встречи – понимание того, что согласие – это не отсутствие споров, а готовность к нахождению общих решений ради национальных интересов. Рекомендации, выработанные на форуме, должны стать дорожной картой для следующего этапа реформ в Абхазии. Айлита Арутюнян, Кукуца Вардания, Храмич, Бальдар Дамиров. Абхазское телевидение.